Добрый день, телезрители! Привет, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Расскажем только самое важное. В студии сейчас Настя Бурмистрова И Руслан Николаев. Вот что вы видите сегодня. Сегодня в выпуске. Как эффектно нахимичить дома, но чтобы было весело. Какой контент пилить в инсту? Чем разнообразить свой гардероб? Где уже ввели единую школьную форму? И зачем на столе должен быть порядок? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре последний день лета, ну и, соответственно, каникул. И от этого мне, конечно, немного грустно. А я, наоборот, так хочу в школу, так по всему этому соскучилась. В этом учебном году будет много изменений, и меня, если честно, это пугает. У меня есть и хорошая новость. «Гора новостей» тоже возвращается в свое привычное ежедневное вещание. Больше новостей, больше съемок, больше эфиров. Много эфиров — это, конечно, очень хорошо. А вот что ждет школьников в ближайшем будущем. Хорошо это или плохо, решайте сами. Пока у нас с вами каникулы только набирают обороты, в Министерстве образования уже начали готовиться к новому учебному году. Помните, мы вам уже рассказывали, что на форуме образования «Взлетай» зашел разговор о единой форме для всех школьников республики. Так вот, уже точно ученики с 1 по 5 класс в Абзелиловском, Благоварском, Федоровском и Янаульском районах 1 сентября будут выглядеть вот так. Я считаю, что новая школьная форма не очень красивая, потому что, как по мне, клетчатый принт на девочках уже устарел. Выглядит, конечно, интересно, это что-то новое, да, такого раньше не было, но старая школьная форма мне нравится все же больше преимущественно из-за пиджаков. Эта форма довольно классная, типа она красивая, не броская и прям для школы, и я очень люблю клетку в одежде. Коллекция этой школьной формы создана Ассоциацией легкой промышленности республики. В расчет брали погодные условия, возрастные предпочтения и цветовую практичность. В ближайшем будущем эта школьная форма должна распространиться на все школы Башкортостана. Что, захотелось на учебу? София Чугунова специально для «Горы новостей». Соня, спасибо! А разве клетка не выходит из моды? Руслан, ты, наверное, в этом во всем не разбираешься, да? Если вы тоже не супер модные эксперты, то следующий сюжет вы должны обязательно посмотреть. Привет! И сегодня я расскажу тебе о нескольких модных луках на лето 2020-го. Ну, пойдем, я все тебе покажу. Оверсайз в этом году никто не отменял, к тому же этот пиджак подойдет ко многим другим лукам. Майка станет основой в нашем образе, она такая классическая. Пиджак при желании можно накинуть или снять, образ от этого хуже в принципе не станет. И не забываем про джинсы. В этом сезоне в моде неровные края, а цвет должен быть синим. Синий тренд сезона. Как я уже говорила, этот пиджак подходит ко многим лукам. При желании его, конечно, можно снять. Штаны должны быть свободного кроя. И по пятку, желательно даже длиннее. Переходим к следующему. Белый костюм будет одним из самых модных образов для всех девушек. К тому же такой костюм сделает из вас не только модную красотку, но и придаст роскоши и дороговизну образу. Если у вас нет пиджака, его всегда можно заменить белой рубашкой. Хуже это ваш образ не сделает. Дальше на подходе у нас последний лук. Летом всегда хочется побольше веселья и задора. И как нельзя кстати, в моде летом 2020-го будут платья и юбки с рюшами и волнами. Такие элементы всегда придают больше веселья и азарта. Ну вот мы и подошли к концу. Помните, когда вы хорошо выглядите, вы делаете приятно не только себе, но и окружающим. Яна Сайкина специально для «Горы новостей». Яна, спасибо, все так понятно рассказала. Но вернемся мы к более важным новостям. В этом году акцию «Тотальный диктант» перенесли на октябрь. Можно начинать повторять правила русского языка. В этом году «Тотальный диктант» должен пройти в 17-й раз. Начавшись как небольшая акция, проект приобрел международный масштаб. В
прошлом году участие в нем приняли жители более 1000 городов по всему миру, свыше 236 тысяч человек. А если вы больше любите точные науки, то у нас есть для вас сюжет. Надеюсь, он меня хотя бы здесь не найдет. Прошло всего 2 месяца самоизоляции, а мой брат уже у меня в печенках сидит. Поэтому я не оставляю надежды. Давай, идем. Вот ты где. Его чем-то занять. Ну, потому что... А что с ним еще сделаешь? Поэтому сегодня мы будем делать химию на собственной кухне. Первым шагом мы все-таки расстелим скатерть, потому что, получить от мамы так себе удовольствие. Так, нам понадобится банка, стакан с водой. Обязательно теплой водой. Да. Сухие дрожжи, перекись водорода, средство для мытья посуды и просто стакан. Итак, в отдельный стакан нам нужно добавить 1 чайную ложку дрожжей и 2 столовые ложки теплой воды. И все это мешать минуту. Я не уверена, что это должно получаться вот так. Сюда нам нужно налить половину чашки перекиси. И можно добавить какой-нибудь краситель, но у нас его нет, поэтому мы обойдемся без него. Это я. Вот это вот пахнет вообще-то приятно. Ну так и да. Тихо, 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 тихо. О, нет, 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 нет. Смотри, она поднимается. Ну, прикольно получилось. Еще на самом деле советуют брать перекись водорода 6%, тогда это все вообще прям классный взрыв, но у нас было только 3%, поэтому вот так. Но все равно классно. Я снимаю. Слава богу, мы постелили скатерть. Это был почти вулкан. Ну так-то да. Я хочу объяснить, пока убираю тут последствия этого стихийного бедствия, я хочу объяснить, почему так происходит. Когда мы вливаем, получается, в наш мыльный раствор дрожжи, то этот раствор делится на воздух и на воду. Вот. И благодаря пузырькам вот это вот все вот так вот вырывается наружу. Вот. То есть это элементарный прием увеличения объема тела. И мы вот из такого количества воды сделали вот такой вулкан. Еще забыли сказать, обязательно нужен картофельный крахмал. Да. Это важно. Итак, для второго опыта нам понадобится уксус, сода и спички. Из-за того, что этот эксперимент немножко с огнем, лучше делать его в присутствии взрослых. Но в данном случае взрослый я. Берем, немного соды, насыпаем в емкость, тарелку. Маленькую. И заливаем им соду. При соединении соды и уксуса выделяется углекислый газ, который должен потушить спичку. Аня, спасибо, это реально очень круто. И почему же мы на химии не делаем такие зрелищные опыты? Кстати, химия, она же везде, даже в привычных бытовых вещах. Вот следующий сюжет, который мы посмотрим, тоже чистейшая химия. Как сделать вкусный, бодрящий кофе утром? Здесь не обязательно покупать кофемашину и настоящий кофе. Сначала мы берем 2 ложки кофе, 1 чайную ложку сахара и заливаем немного это кипятком. Включаем блендер и перемешиваем до густой пенки. Мешаем до той степени, пока не получится вот такая густая пенка. Далее достаем стакан, трубочку и насыпаем туда мед. Выливаем туда немного молока и выливаем в эту пенную массу. Пробуем. Получился очень вкусный кофе. Вот такой простой и вкусный кофе можно сделать дома. Всем советую этот рецепт. Диана, да мы с вами коллеги по увлечениям, я ведь тоже обожаю готовить.
А мне все же больше нравится быть ведущей горы новостей и рассказывать новости. Иногда эти темы даже перекликаются. В Москве выпустили кулинарные книги с рецептами из школьных столовых. Они должны разойтись по регионам. Это для того, если соскучился по школьной котлетке с пюрешкой и можно было повторить дома, да? В Департаменте образования и науки города решили дать возможность попробовать школьную еду всем родителям. Для этого им раздали сборники рецептов, по которым готовятся все блюда в школьных столовых и детсадов. В кулинарной книге «Готовим вместе» 100 рецептов, отлично знакомым всем. В последнее время вокруг школьного питания происходит много дискуссий. Кому-то нравится, а большинству нет. Провели опрос и выяснилось, что многим, почти половине опрошенных школьников, обеды в столовых нравятся больше, чем домашние. Это, конечно, удивительно. Я не буду спрашивать, как я отношусь к таким людям, которым нравится питание в столовой, но нужно же морально подготовиться к очередному учебному году. Началось дистанционное обучение, а это значит, что на наши с вами плечи ложится огромная ответственность за наши успехи. Именно поэтому сегодня я расскажу тебе о том, как организовать место для учебы. Думаю, что у всех бывала такая ситуация, когда ты в 5-й раз читаешь параграф по какому-либо предмету и просто не понимаешь, о чем там идет речь. Чтобы такого не было, нужно правильно и грамотно оформлять свое рабочее место. И сейчас я расскажу, как это сделать. И начнем мы, конечно же, с уборки. Тут все просто. На чистом и свободном столе меньше отвлекающих факторов, что поможет лучше усваивать информацию. Не забывайте про хорошее освещение, ведь никто из нас не хочет испортить себе зрение, сидя за компьютером или читая книжку. При хорошем освещении наши глаза и мозг не так сильно устают, поэтому хороший свет – залог хорошей работы. Также не стоит забывать о здоровом сне, ведь от того, насколько хорошо и крепко мы спим ночью, зависит работа нашего мозга на протяжении всего дня. По моему мнению, следующие вещи должны быть у каждого школьника на рабочем месте. Учебники, записная книга, зарядка, тетради и вода. Также постарайся как можно чаще проветривать свою комнату. На этом у меня все. Надеюсь, что мои советы тебе правда пригодятся. Желаю тебе успехов. Аня Ильницкая специально для горы новостей. Аня, спасибо. А это были все новости на сегодня. Еще увидимся уже на этой неделе. А я напоминаю, что гора новостей возвращается в свой привычный ритм ежедневного вещания. А на сегодня все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Настя Бурмистрова И Руслан Николаев. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.